В Инте в скором времени начнет работу сельскохозяйственное предприятие «Интинское». Это резидент арктической зоны, который объединит все сельскохозяйственные и животноводческие организации округа. Что касается работников агрокомплекса «Инта Приполярное», предприятий «Абис» и «Петруньское», то они будут переведены в новую организацию. Никаких сокращений не планируется. Любовь Лапина расскажет подробнее. Сохранить местные сельхозпредприятия и рабочие места – одна из главных задач, которая стоит сегодня перед Приполярьем. Для этого в округе уже создана новая организация «Общество с ограниченной ответственностью «Интинское». Расчет простой – за счет укрупнения вырастут объемы производства и сбыта. Они-то и должны компенсировать издержки и расходы. А как резидент арктической зоны компания будет иметь и существенные налоговые льготы, и пониженные ставки по кредитам. На самом деле слухов ходит очень много, непонятных, зачастую, наверное, для каждого человека это огромное, больше вопросов, чем ответов. И такие слухи, которые, в принципе, приносят в коллектив такой раздор и непонятки. Генеральный директор агрокомплекса на общем собрании с коллективом вносит ясность. Никаких сокращений не ожидается. Каждый сохранит свое рабочее место. Все 3 предприятия, которые войдут в новое под названием «Интинское», сохранят свои производства в полном объеме. На сегодняшний день принято решение совместно с правительством Республики Коми, что в ООО «Интинское» войдет 3 предприятия. Это «Абис», «Петрунь» и «Инта Приполярное». Значит, все люди будут оформлены в это предприятие, все будут работать. Перевод сотрудников в новую организацию начнется уже на следующей неделе. К октябрю переход будет завершен. С этого же месяца новое предприятие получит возможность уменьшить оплату по страховым взносам на 75%. А это значит, что существенно сократятся и расходы. Кроме того, как арктический резидент «Интинское» на 10 лет будет освобождено от налогов на имущество и землю и получит возможность взять льготные кредиты до 2% годовых. Мы имеем чистую новую компанию ООО «Интинское», которая будет заниматься переработкой олениной, которая будет заниматься животноводством, и, соответственно, у нас остается молзавод. Что касается по Петруням, там у нас имеется 60 коров, у нас есть хлебокомбинат, и у нас есть магазин и тоже молзавод. Все эти предприятия остаются. Все прекрасно понимаем, это социально значимое предприятие Петруньское, которое обеспечивает школу, обеспечивает детский сад и население. Оленеводство – традиционный промысел округа. Все 3 предприятия вполне успешно занимаются им. По предварительным данным, у Интинского после объединения окажется поголовье в 25 тысяч оленей. С этого года весь забой будет храниться и перерабатываться на базе агрокомплекса «Инта Приполярное». Мощности для этого есть. Морозильные камеры предприятия способны вмещать в себя 200 тонн мяса. Реализация продукции будет происходить централизованно. Передача цехов агрокомплекса в новое предприятие уже началась. Все хозяйства ждет инвентаризация. Сохранить рабочие места важно, но не менее важно сохранить и даже приумножить заработные платы. Этот вопрос на встрече с руководством поднимает коллектив. Людям вынуждены мы доплачивать до минимального заработка. Будут ли пересмотрены расценки на новом предприятии и какие перспективы и увеличение заработной платы для людей. И сохраним, и даже есть возможность приумножить, если все пойдет по плану, заверяет руководитель. Заложенные по программе «Моногорода» на новое предприятие деньги, а это 256 миллионов рублей, планируется в том числе потратить на строительство нового молочного завода и фермы. Это должен быть единый комплекс. Сейчас основная часть стада агрокомплекса находится на выпасе в районе водоочистных сооружений. Помимо молодняка и телят, оно насчитывает более 200 дойных коров. Агрокомплекс еще и хранитель редкого генофонда холмогорской породы печорского типа. Она специально выведена для севера и при сравнительно низком потреблении корма. У коров стабильно высокий надой молока. А в 2022 году планируется строительство и открытие цеха по переработке внутренностей. Они пойдут на корм для собак. Такие предприятия, к слову, в Инте уже были. Еще одно перспективное направление – переработка шкур. И оно тоже даст дополнительные рабочие места. Любовь Лапина, Наталья Домих, Евгений Михалкович, телеканал Юрган, Инта.